Друзья, доброе утро, Эвди Хелшин. С вами снова Лейла и Аиша. Да, Аиша? Только включила камеру, она бежать прятаться. Видите, вот все. А так, бегала по всему дому с утра. Я встала утром и начала убираться у себя в шкафу. Стою, убираюсь, не слышу, главное, что она зашла. Раз оглянулась, и она у меня на кровати пошевелилась. Я так испугалась, она прибежала и легла на мою кровать. Ку-ку! Кикук. Вот мы с Аишкой тут балуемся, да, Аишка? Сейчас немножко прибрались и пойдем готовить на кухню. Мамка давно уже ушла. Вот такие дела у нас, да? У нас весело, друзья. Один малыш развеселил, не то что развеселил, а оживил наш дом весь. Да, Аиша? Хаел, хаел, хаел. Хаю, хая, мамин, да, зарядочный, хая. Хая, зарядочный, мамин, хая. Хая, вот так, давай сюда, давай. Я пока не успеваю ее переодеть, одела носочки, чтобы ей не было холодно бегать. Хотя полы у нас не холодные, но тем не менее, они же у нас не теплые полы. Поэтому боюсь, что она простынет, потому что она уже и простывшая. У нас ангины, кашель небольшой. Да, Ишка? Да? Вот. Без камеры щебечет, на камеру ни слова не скажет. И тут я Аишке начала вчера вязать такую безрукавочку, не знаю. Я давно, друзья, не вязала. Мне, если честно... вот. Мне казалось, если что-то знаешь, что можешь не забыть. Я знала, конечно, не очень много. Я так, самоучка, училась когда-то еще, когда было, сколько мне лет было, 15-16, училась по книжке. Ну, делала кое-какие вещички такие, не замышленные, как сказать, не замороченные, такие безрукавочки, гольфики, носочки, свитерочки вязала регланом, которые, ну так, такие с простым рисуночком. Ну, я знаю еще кое-какие узоры делать, но это я просто так решила первую вспомнить. Может, вспомню, может, не вспомню, буду распускать, что-то делать, и сделала ее полосатенькую. Хотела сначала одного цвета, а потом решила немножечко сделать полосатую безрукавочку, где, друзья, посмотрим. Я не такой опытный вязальщица, вернее, так что посмотрим, что из этого получится, я вам покажу. Так, комнату прикрыла стулом, потому что в эту комнату, там она пустая, забегают два этих кошки, кот с котенком, ну, одна, мальчик, девочка. Они у меня, вы не поверите, где-то, наверное, на протяжении метра, ну, не эту штору, а в той комнате, цеплялись за штору, разорвали штору около метра, вот так вот по горизонтали. Разорвана моя штора, представляете? Там, по-моему, только, 4 года, как я их вешала. Хотя думала недавно, а время прошло. И сломали мне в той комнате жалюзи. Так, у нас сейчас, видите, пасмурно на улице. Ай, правда, осадков нет, но так пасмурно, сыро, грязно. Не зимняя погода, у нас так очень мало обрадовал снег в этом году пока, хотя у нас и этого раньше не было, но хотелось бы, конечно, еще снега. Говорят, не знаю, где-то в Краснодарском крае снег, холодно, что и на Кавказ придет сюда, но не знаю. Хотелось бы, конечно, чтобы зимой был снежок. Ну, вот такие вот дела, друзья. Сейчас пойдем с Аишкой готовить завтрак. Да, Аиша? Ага, хаюалил. Давай сюда ее, давай. А ну кто это? Кто это? Молись, Хакун? Хакун? Ах, вот этот хулиган. Вот это именно не девочка, а Каспер мальчик нам делает это. Смотрите, как хочет открыть дверь и именно в ту комнату зайти. Вот посмотрите, вот посмотрите на него. Вот собака такая. Это не кошка, а собака. Видишь? Оборвала мне все жалюзи, сорвала с этих крючков и порезала штору почти на метр порезала штору. Аишка, возьми вон мазь, возьми, как раз твоя мамка искала эту мазь. Видишь, зашла. Ты посмотри на нее. Вот, посмотрите, что она сделала с моей шторой. Так, тут я свет не включила. Аишка, свет хасак. Представляете?
И эта падла вот опять сюда пришла. Вот смотрите на нее. Вот как ее еще назвать? Только падлой. Видите? Вот так вот. Вот смотрите, какая. Мне ее теперь надо что-то с ней делать. Пока я менять штору никак не смогу. Мне надо будет ее сдать в ремонт, придумать что-то, какую-то ленту пришить или еще что-то. И видите, как она везде мне оборвала вот жалюзи. Сейчас. Вот. Все жалюзи ободраны. Еле-еле Мадина, вон, видите, цепочка даже на полу. Еле-еле Мадина закрепила их, но они уже не двигаются по ходу. Вот такая вот у нас, такой у нас Каспер и принцесса. Но принцесса у нас это не делает. Это... Аишка, выключи свет за очередь. Или в той комнате свет выключи, а я и свет сучу. Вот такие у нас кошечки, видите? А это принцесса. Но принцесса спокойная, лишь бы ее не трогали. Вот она сидит, спряталась. А этот хулиган, я не знаю, что с этим хулиганом делать. Это просто хулиганище. Это не Каспер, это хулиган. Это хулиган. Все. Все. А она тут у нас защищает. Посмотри на него. Вот маленький хулиган и все. Вот маленький хулиган. Все. Да он уже убежал оттуда давно, а ты его защищаешь. Все. Мама, стуар тугут, давай. Туха сетин, туар. Ой, так. Ой, отмеешь, тетёка. Она хотя не любит даже, когда ее гладят. Все, такой ковер, друзья, плохой. Пачкается быстро, прилипает к нему любая волосинка. А я не верила, когда Ибрашка говорил, что они сами открывают дверь. Представляете? Ну, все время у нас были коты, кошки, всю жизнь, сколько себя помню, потому что я прямо с детства люблю сама кошек. Но вот чтобы вот такой котенок был, хулиган, такого не было. Видите, он уже мне всю мебель обдирает, хотя и привезли, и купили ему вот эту вот штучечку, он стоит в коридоре. Так, видите, мы еще не убрались. Пакеты, все такое стоит у меня, с мусором надо выносить. Да, Ишка? Вчера они тут у нас ужинали, сидели все, собирались пацаны, девочки, вернее, не ужинали, а ели то, что им нельзя есть. Нельзя. Чипсы, мипсы, все такое, да, Ишка? Праздник у них вчера живота был у нас тут. Воду пили разную газированную. Приехала наша сладкоежка, так ей все время нужно что-то. Это не Аишка, я не про Аишку, а про маму Аишки. Hayır bıçık daha kal prensesin daha kal bıçık prensesin. Daha kal. Daha kal bıçık daha kal. Ой так. А поцелуйчик. А принцессин поцелуйчик где? А? Вот он хулиган какой. Ну я ему по попе дам, да, Аишка? Ой так. Ой, принцесса пошла. Важная, как принцесса. Ажуда чипсы хайец Аишка. Алда под стулом чипсы хайец лахи. Алда лахи титимихи. Хайец шака хайец. Хайец мама закос гес хайец. Хайец мама. Хая мама. Хайец шака кусок хайец. Не, вот это хайец Ишка. Хайец чипс мама, хайец ляхту. Аишка. Собираешь, да? Ажус хайец, хал жахкер хайец. Азур хайец. Вот что значит зрения нет. Я ей говорю, возьми чипсы, а там, оказывается, от ее игрушечки вот эти вот штучки валялись, она на меня смотрит, а у меня с моим зрением, я думала, что это вчерашние их чипсы там упали. Видите? Опять это падла. Вот видите, какая падла? Ах ты маленький хулиганчик такой. Ах ты, маленький хулиганчик. Давай его побьем, давай по попе ему дадим, Аишка.
Аишка, видите, вот эти вот все волосинки, вот эти вот, это тоже от шторы, она вот от шторы, от входной двери, которая бахрому всю оборвала. Вот что значит кошки. Вот какой хулиган у меня. Да, Аишка? Вот такого хулиганистого котенка у меня не было никогда. Вот посмотрите. Вот. Принцесса сидит и смотрит, что он дурью мается. А он действительно тут дурью мается. Все маме испортил в доме, да, Ишка? Ладно, пошли мы уже готовить, а то уже 9 часов. Даже, по-моему, 9:30, пока я тут с ними бегаю. У нас получится поздний завтрак. Пойдем завтракать быстренько. Все, пойдем переодеваться? Или хаяхай, коч? Коч хаяхай? Или? Тихо. Когда у меня Аишка, мне совсем ничего делать не хочется. Ну все, друзья. Пойдем мы готовить завтрак и кушать. Дорогие мои, доброе утро. Эльди Хелшин. С вами снова Лейла. Мы тут с Аишкой затеяли делать кексики. Да, Аишка? О, она что-то недовольная у меня. У меня приехали сладкоежки, так что к приезду мамы, так, все, Аишки нету. Она что-то у нас стала вообще камера. Не то, что бояться, вот вообще не хочет сниматься. Вчера полчаса для дяди хотели снять, как она там что-то делает. Она легла на диван, закрыла лицо и лежала так, наверное, больше получаса. Раз выглянет, посмотрит, разговариваю я с ним по видеосвязи и обратно закрывается. Короче, она у нас такая скромница. Ладно, решили мы сегодня сделать кексики, потому что Аишкина мама, наш медвежонок, всегда любит сладкое. И к приходу ее с работы мы с Аишкой затеяли кексы. Что нам для этих кексов нужно? Эти кексы у меня, я не знаю, я по этому рецепту не делала. Я когда-то делала кексы, но это было настолько давно, что мне кажется, что даже неправда. На канале моей снохи Сони, канал как-то в гостях у Сони, я уже думаю, что все каналы как-то у Сони. Короче, канал в гостях у Сони, и посмотрим, у Сони получились они вроде бы такие пышные, красивые, получится ли у нас с Аишкой. Да, Аишка? Аишка потихонечку ушла и уселась там. Угу. А сейчас мама тебя там будет снимать. Это еще очередной человек, который не хочет сниматься на камеру. Ладно. Значит, что нам нужно? Я еще в описании прикреплю, что нужно. Значит, 300 грамм сливочного масла, 3 яйца, 2,5 стакана муки, 1,5 стакана сахара, стакан изюма, чайная ложка соды, гашеной столовой ложки уксуса или лимонной кислоты. У меня тут лимонная кислота. И я хочу немножечко еще сделать с цедрой лимона. Тут Аишка ела... Ой, лимона, говорю, с цедрой апельсина. Аишка у нас ела апельсинчик. И я решила так немножко взять. Так, мы вернулись, да, Аишка? Мама, ногу сладодия? Аиша? Адиви? Ладно, давайте будем приступать. Да, Аишка? Так, значит, сначала, наверное, яйцо с сахаром. Я даже внимательно не посмотрела ее рецепт, если честно. Так, и теперь будем взбивать сахар с яйцом. Давай вместе. Давай. Давай. Вот, мы будем делать маме вместе кексики. Мы с Аишкой взбили. Теперь нам тут сюда нужно. Все, мама, еще, да? Чуть-чуть подождешь, да? Я теперь потихонечку сюда буду добавлять масло. Аишка, хауро. Ой, сейчас
нас яичко не упало. Халац. Давай, мамочка, халац. Не. Миксер халац. Я халац. Давай, я. Так, и теперь будем гасить лимонным соком чайную ложку соды. Столовой ложки лимонного сока. Так, у меня сок и налево, и направо разбегается, разлетается. Всё. Будем с Аишкой учиться печь. Так, раньше действительно делала, я не могу сказать, что делала какие-то изыски выпечки, но выпечки всегда делала. Но, друзья, после того, как я сюда переехала, как у меня начались поля и огороды, выпечку, конечно, от меня не видели. Единственное, что я делаю, вот эти наш хворост делала и вафли, потому что там не надо много чего, времени. У меня никогда не было, друзья, времени за эти... Ну, я скажу вам, примерно лет 13-14, 100%, как сюда переехала. Все время делала что-то так, на быструю руку, на скорую руку. И вы знаете, вообще-то потом еще дело в том, что у нас столько сейчас, в последнее время вышло выпечек, что казалось лучше купить, чем сделать, даже выгоднее. Только со временем, в принципе, я и, наверное, все другие люди начинают понимать, что все-таки то, что продается... Буквально все, можно сказать, вредное. А пускай дороже, но то, что делается дома, все-таки намного полезнее. Так, теперь будем добавлять понемножку муку и потихонечку взбивать. Ну, я не знаю, будет шумно, может быть, уже постоянно, чтобы его включать, но все-таки попробую. Так, и вот последнюю муку мы будем с Аишкой уже ложкой. Да, Аишка? Так, теперь сюда нужно добавить изюм. Но прежде изюм мы... Что-то сюда попало черненькое. О, Аишка, да? В изюм нужно засыпать муку немножечко, чтобы изюм не опускался на дно. Так, Сонечка моя дорогая, только не смейся, как я делаю твои кексики. Мы с Аишкой учимся, да, Аишка? Тут и тетя Аишки учится на кондитерских курсах. И мы с Аишкой тоже учимся. Почему бы и нет, да, Аишка? Так, надо тесто отделить же, чтобы... Немножечко хотим сделать с цедрой апельсина. Так. Вот такое у нас получилось. Не знаю, по-моему, у Сони было немножечко погуще тесто, но у меня почему-то оно получилось такое. Сейчас немножечко отделим. Так вот. Сюда добавим цедру апельсина. У меня пошли заказы. Мне вообще без изюма, просит Ибрагим.
2 раза уже старший. Дядя Аишкин зашел, что вы еще не испекли кексики. Сладости любят все. Аишка, мы чуть они, да? Все, Аишке надоело сидеть тут. Так, все. По сути. Так, мы сюда еще немножечко добавили сока апельсина, потому что апельсин у нас этот марокканский, и цедра не очень-то его пахло. Вот это для Ибрашки. Ну, наверное, 1-2 кексика получится. Хотя ему 2 кексов будет мало. Не знаю, почему-то он не любит у меня изюм. Так, ну тогда этого изюма будет много. Я не буду весь изюм сюда кидать. Скорее всего, хватит столько. Ну, сделаю какую-нибудь другую выпечку потом. Вот так вот, мои хорошие, мои дорогие. Теперь у меня, я думала, неделя. Я даже не знала, что сегодня четверг. Оказывается, сегодня уже четверг, и Аишка, я думала, Аишка целую неделю у меня будет. А тут получается, что она только несколько дней будет. Так, ну теста много, надо будет, наверное, выпекать несколько раз. Так, и теперь будем наполнять наши формочки. Сюда я положила силиконовые формочки, чтобы было легче доставать. Так, я наполовину решила засыпать орешками, грецкими орехами, которые я на терке натерла. Так, у Сони в рецепте было, что тесто должно постоять минут 15-16, да, по-моему. Но я пропустила ее то, что она сказала, и положила их сразу. Заодно и посмотрим, что у меня получится. Только не смейтесь, если они не получатся. Получится, не получится, я их все равно вам покажу. Друзья, не знаю, что получилось. Они все разных размеров. Но на вкус мы с Аишкой уже один съели. Который вот... Так, видно, не видно. Эти я поставила просто на решетку, потому что сюда не помещались. И они поэтому, видите, какие у нас странные. Так. Все, будем теперь вынимать с Аишкой, да, Аишка? Аишка еще хочет половинку, она съела половинку я. И у меня еще, знаете, какая проблема? Если я сейчас начну делать выпечку я люблю только в горячем виде, друзья, понимаете? Конечно, можно было бы, чтобы они остыли, но я хочу их вам сейчас быстро показать и заняться другими своими делами. Они только что из духовки. Так, да ладно, что с этой лопаточкой? Все равно руками вынимать надо. Очень вкусные на вкус. Мама. Аечка. Ехо. Сейчас мама даст тебе. Мама. Она же и меня мамой называет. Да, Аська? Чуть не то, Аечка. Уф, горячо. Так. Интересно, без ничего, какие у меня тут. Скорее всего, это без ничего. Эти я не буду вынимать, оставлю ибрашки. А это с цедрой апельсина. Мы с Аишкой как раз съели с цедрой апельсина, друзья. Очень приятный вкус. Так. И вот с цедрой апельсина. Видите, какие они разломы. Может, с изюмом тоже разломать один? Аишка.
просто немножечко присыплю пудрой. И Рашкина тоже, он тоже сладкоежка большой. Хотя лично для меня эта пудра уже не нужна. Они и так сладкие, очень вкусные. Аишка, у нас они хоть останутся до прихода твоей мамы? Я не очень-то надеюсь, вернее, я не очень-то уверена в этом. Для моей семьи нужно делать точно 2 замеса. В следующий раз буду 2 замеса делать. Да, Аишка? Так, ну все, друзья, побежали мы с Аишкой дальше по своим делам. Поедим сейчас и пойдем.